По информации НЭСК, Кыргызстан к отопительному сезону готов на 85%. На сегодня на ТЭЦ Бишкек находится 300 тонн угля. Из них 190 тонн – это каракичинский уголь и 120 тонн – это импортный уголь. К 1 ноября ТЭЦ Бишкека будет готов к прохождению ОЗП. На сегодня продолжаются работы по подготовке столичной теплоэлектроцентрали к осенне-зимнему сезону. Как отметил главный инженер ТЭЦ Бишкека, ремонтные работы идут полным ходом. Отставаний от графика нет. В принципе, в этом году по постановлению правительства мы должны были закупиться в объеме 1 200 000 тонн угля. Из них это 650 000 наши местные и 550 000 импортного. Ну, в принципе, все угли у нас привозятся согласно своего графика, отраженного в нашем договоре. Так что практически каждый день мы принимаем уголь. Если кыргызстанцы не будут экономить электричество, Минэнерго будет вынуждена проводить регулировочные мероприятия, заявил министр энергетики Талайбек Ибраев. Также министр отметил, что заключено несколько контрактов с другими странами на импорт электроэнергии на предстоящий отопительный сезон. Она идет согласно графика. Вот с сентября месяца уже поставка идет. Это российская электроэнергия, это туркменская электроэнергия транзитом через Узбекистан. И в данное время еще после августовского заседания у нас запланирована еще казахская электроэнергия 1,5 миллиарда. И она уже начала делать поставку. Сегодня также председатель кабинета министров Акылбек Джапаров посетил ТЭЦ Бишкека. Он ознакомился с подготовкой теплоэлектроцентрали к ОЗП. ТЭЦ столицы своевременно начнет работу в отопительный сезон, проинформировали главу Кабмина. Смог в Бишкеке остается еще одной проблемой осенне-зимнего периода, поэтому мэрией столицы проводятся работы по газификации. На сегодня в соцобъектах установлены газовые котлы, газифицированы еще 9 жилмассивов. На голубое топливо перешли 5500 домов. Почти 50% города используют газовое отопление, что поможет уменьшить уровень смога в столице этой зимой. Вот наши приобретенные автобусы тоже это связано с смогом. Вот сами видите, сейчас почти 500 автобусов мы получили. Свалочный полигон, постоянно был дым. Люди, наши горожане жаловались. Мы потушили, там не дымит, не горит. У нас 74 котельни было, оставшиеся 22 котельных. Мы запланировали 4 котельни перевести на газ, но мы перевели 22. Ну, в целом готовность города Бишкек хорошая. Энергетики страны готовы встретить холода во всеоружии, но не стоит забывать, что многое также зависит от погоды. При лютых морозах их работа будет сложнее, но они будут продолжать нести службу, чтобы обеспечить людей светом и теплом. Рахат Батрибекова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.